Медицина, которая была бесплатной при мне, вдруг становится платной, вдруг становится бизнесом. Вот это было очень тяжело. Когда мне пишут: а вот вы диетолог, а чего у вас такая толстая попа? Я говорю: так я и горжусь. 90-60-90 – это вообще нездоровая история. А как вы относитесь к интуитивному питанию? Взял белую булку, посыпал сахаром и кинул хлеба и зрелищ. Еще добавил зрелищ. Счастливый от ерунды потребитель все это съел, потом пойдет, отдаст деньги за лекарства. Ну, просто чудо-схема. Мы генетически разные с мужчинами, и правда ли существует история про разницу в питании мужчины, женщины? У женщины предъявляемые требования к питанию другие. Безусловно. Мужчину закинуть его кремнием и цинком, и в принципе он протянет, да. По крайней мере, свои функции выполнять сможет. А женщине это и кремний, и цинк, и сера, и железо, и фосфор, и кальций. Если это так хорошо работает, почему это не так распространено? Потому что медицина – это бизнес.